повелительное наклонение. Оно выражает различные степени побуждения к действию, от приказания, просьбы, призыва и пожелания. Образуется путем присоединения различных аффиксов, разберем их. В первом лице единственного числа присоединяется аффикс «ин», «ин», в зависимости от гласной в основе. Разберем на примере глагола «алыр» – «брать». В первом лице будет «алын». Особенность перевода повелительного наклонения в первом лице состоит в том, что он определенно переводится по желаниям что-либо совершить. Например, «алын» переводится как «возьму-ка». Не приказание, не призыв, а именно пожелание выполнить вот это действие в основе. Возьму-ка. Второе лицо образуется путем отсечения основ окончания «р». Остается только основа. «Ал» – «бери». «Ты бери». В третьем путем присоединения к основе аффикса «зн». «Зн», «зин», «зун», «зюн». А если основа заканчивается на глухую согласную, то «сын», «син», «сун», «сюн». Точно так же. Значит, будет «алзын». Пусть он возьмет. Есть еще одна особенность у этого наклонения. Кроме единственного и множественного числа, имеется также и двойственное число. Двойственное число. Действие при двойственном числе распространяется только на два лица. Образуется при присоединении аффикса «ыл». «Ул», «иль», «ülь». Если основа заканчивается на согласную, а если на гласную, то с одной гласной «ол», «ул», «иль», «ülь». Например, «алыр», «алыл», «алыл». Возьмем-ка. Давай заберем. Множественное число. В первом лице присоединяется аффикс «ылыңар», «иліңер», ну и соответственно «улыңар», «ülіңер», в зависимости от гласной в основе. «Алылыңар». Давайте возьмем. Возьмемте-ка. Переводится. Второе лицо. Алыңар. Аффикс. Ыңар. Иңер. Уңар. Юңер. Уңар. Иңер. Уңар. Юңер. Алыңар, забирайте, возьмите. Возьмите-ка. В третьем, как и в единственном числе, но можно и присоединить аффикс множественного числа «нар». Не обязательно, но можно. «Алзынар», пускай возьмут. Значит, «зын» и «нар». Аффикс множественного числа. «Зын», «зин», «зун», «зюн», «сын», «син», «сун», «сюн».
Рассмотрим теперь отрицательную форму повелительного наклонения. Тоже образуется очень легко путем присоединения аффиксов ва, па, ма, которые должны стоять после основы, а за ними аффикс повелительного наклонения. Глагол алыр, значит ба еще, алба и айн. Так как в аффиксе отрицания гласная а, то аффикс повелительного наклонения, соответственно, будет а, албайн. А не буду-ка я брать, не возьму-ка я. Во втором лишь алба, не бери. Только присоединяется аффикс ба, ва, вот эти аффиксы в третьем. Точно так же ал, ба и аффикс повелительного наклонения зн. То есть, по сути, между аффиксом повелительного наклонения и основой появляется аффикс отрицания в двойственном числе. В двойственном числе. Алба, ал. Албал. Не будем-ка брать, а давай не возьмем. Множественное число. Будет алба, албалнер. А не возьмем-ка, давайте не будем брать. Албалнер. Албанер. Албазанер. Албанер не берите. Албазанер пускай не забирают. Албанер, албанер, албазанер. Аффикс отрицания между аффиксом повелительного наклонения и основой. Рассмотрим один пример со словом с передними гласными. Келир, келин, в первом лице, келин, кель, основа. Ин, кельзин, получается. Двойственное. Кель, иль, келин. Келилингер. Келингер. Кельзинер. Келинь, а приду-ка я. Кель, приходи. Кельзин, пусть придет, пускай приходит. Келиль, а давай придем. Келилингер, а давайте придемте. Келингер, приходите. Кельзинер, пускай приходит. Пример с основой, заканчивающейся на гласную, номджур. Основа заканчивается на гласную. Будет номджуй, читать. А почитаю-ка я номджуй. Номджу, читай. Номджузун, пускай читает. Номджул. Давай почитаем. Давай прочитаем. Номджулунгар. Номджулунгар. Давайте почитаем. Номджунар. Читайте.
И номджузундар пускай читают.